В Ингушетии в первом полугодии 2024 года запустят трансляции 5 радиостанций. Развитие средств массовой информации, в частности, повышение уровня привлекательности радиовещания в республике, обсудили глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев, генеральный директор радиовещательного холдинга «Крутой медиа» и директор НТРК «Магаз» Шамсудин Боков, а также представители СМИ региона. Репортаж Залимхана Калуева. Микаил Саварбекович, он вносит предложения, мы рассматриваем их и потом вместе стараемся их претворить в жизнь. Сегодня для нас очень важно развитие точек радиостанций в республике. Радио «Шансон», «Дача», «Лав», радио «Русский хит» и «Восток». Трансляции сразу 5 радиостанций планируют запустить в Ингушетии в первом полугодии следующего года. Это станет возможным благодаря поддержке мецената, основателя благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Все они будут ориентированы на разные слои населения. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил, что это очень важное событие для республики. Сегодня ту идею, которую подал Микаил Саварбекович, для нас она очень важна. У нас очень мало, у нас всего 2 газеты. Настолько правильно, настолько для нас это нужно, да я скажу, огромный подарок. Я вам так скажу, это подарок. Только людей надо набрать. Я хотел бы, чтобы вы ответственно к этому отнеслись. Для республики, вот покрути, ничего нет. Понимаете, соседний поймаешь, потом она пропадает, потом она встает. Для нас это, во-первых, престиж республики, субъекта. Тем более там программы такие, которые, диапазон такой всех программ, что мы можем много что делать. И поэтому, я так понял, первый и главный вопрос – это персонал. Это настолько полезно будет. Не упустите вот этот шанс, что сегодня предлагают нам, нашему субъекту, нашей республики. Благодаря запуску в регионе новых радиостанций удастся создать до 130 новых рабочих мест с высокой оплатой труда. Вещание планируют запустить не только на русском, но и ингушском языках. Вести передачи будут как молодые, так и люди старшего возраста. Это крупная сеть, «Крутой медиа», она так называется. Музыкально-развлекательные новостные радио. Это радио «Шансон», это радио... Лав радио, «Дача», «Русский хит», «Восток», «Такси». Первое спортивное сейчас запускают. Да, «Говорит Москва». «Говорит Москва». Все зависит от людей, которых вы дадите. Нужны ведущие, нам нужны люди, больше ничего. Все остальное мы сделаем. Они сделают все, они поставят, и необходимое оборудование, они получат лицензии в Москве. Нужны люди, которые это смогут на месте, Русский язык и ингушский язык, чтобы нас соседи слышали почаще. Ингушский язык тоже там нужен, там много живет ингушей там, они должны слышать свое радио, с новости на ингушском, на русском, музыкальные программы, наши артисты должны выступать на этих станциях. Они в этом очень хорошо разбираются, но они не знают специфику Ингушетии. Нужно оттуда никто не приедет. Могут приехать временно, чем-то подучить, научить. Можно отсюда взять туда на стажировку. У них хороший офис, у них все есть. Надо, чтобы вы включились в процесс, дали людей, молодежь, программы какие. Наверное, она этим займется. Она знает, какие программы новые, какие-то свои наши местные программы. Микаил Гуцериев отметил, что радиотрансляции будут запущены до конца марта 2024 года. Однако по просьбе Махмуда Али Калиматова постараются ускорить эту работу, чтобы еще до конца зимы, если не все, то часть из них уже начала вещать. Это будет очень красивое радио, которое будет всем доступно. И все будут, каждая машина это будет слышать, каждая радиоточка. И причем вещать на Сунжу, на Малгобек, Магаз, Назрань, все полностью. Все регионы. Одним из основных этапов реализации проекта станет получение разрешения и лицензии Роскомнадзора на вещание. Глава Ингушетии поставил задачу руководителю пресс-службы главы и правительства региона и региональных СМИ провести работу по информированию населения о возможностях трудоустройства в планируемых к запуску в Ингушетии радиотрансляции. Директор НТРК «Магаз» Шамсудин Боков отметил, что национальная телерадиокомпания будет оказывать всевозможную поддержку в этом вопросе. Национальная телерадиокомпания, которая сейчас является фактически единственным и главным радиовещателем на территории Республики Ингушетия. У нас основная частота 88,8, 24 часа вещания. Но вопрос ключевой какой, который мы нашли соприкосновение, то, что мы обязательно поможем по персоналу,
особенно техническая составляющая, это те, кто будут непосредственно, как говорится, нажимать на кнопки, обеспечивать техническую работу, да, данных радиостанций. Конечно, ключевая проблема связана с ведущими, но здесь исключительная история именно с тем, что это прекрасная площадка для того, чтобы набрать молодежь, чтобы найти таланты, дать им возможность обучиться на лучших практиках. И в том числе мы договорились, в том числе и наши ребята, которые работают у нас на радиовещании, будут выезжать, обмениваться опытом, повышать свою квалификацию. Я думаю, все будет хорошо. И идеальная площадка, я же говорю, для нашей молодежи, которая сможет себя проявить, помимо того, что получит прекрасную работу, хорошо оплачиваемую, как я понимаю, соответственно, плюс навыки и опыт. Контент будет создаваться на любой вкус и возраст радиослушателя. В рамках радиоэфиров будет не только транслироваться музыка, но также запустят новостные, познавательные и политические передачи. С удовольствием готовы здесь поработать с культурным наследием республики, безусловными ценностями, которые транслируют наши радиостанции. Наши радиостанции являются развлекательно-музыкальными, и с удовольствием, я думаю, мы подберем здесь команду дружную, замечательную. Сейчас мы только с технической точки зрения разрабатываем всю технологию запуска и готовы к тому, чтобы здесь великолепные радиостанции зазвучали, и мы уверены, что это станет залогом дружной команды и всеобщего главного замечательного дела по популяризации любимых и замечательных хитов, и, конечно же, для того, чтобы, как я уже говорила, подчеркнуть ценности данной республики. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что это отличная возможность для ингушской молодежи реализовать себя в новом формате, в самых современных условиях. Глава Ингушетии также добавил, что власти республики окажут необходимую поддержку не только в реализации этого проекта, но также и в развитии журналистики и средств массовой информации в республике. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24.